Мы сейчас с вами нарисуем схему, кому принадлежат СМИ в Казахстане, и она даст ответы на все возможные вопросы сейчас и в будущем, мне кажется. Есть несколько ключевых игроков на рынке средств массовой информации в Казахстане. Чтобы быть честным по отношению ко всем, нужно сказать, что еще пару-тройку лет назад главным игроком был Рахат Алиев. Большинство из вас, я думаю, знает это имя. Это имя трудно не знать. Это человек, который много лет в Казахстане был почти так же влиятелен, как первый человек в этой стране, но потом неожиданно попал в опалу или ожидаемо, я не знаю. Так вот, он владел, и он открыто об этом заявил, буквально за полгода до того, как попал в эту опалу, он владел целым рядом средств массовой информации. После того, как он ушел в эту опалу, СМИ перешли его жене, Дарике Назарбаевой, теперь уже бывшей его жене. Но все эти СМИ так или иначе сейчас контролируются не только ею, но в смысле контроль за ними есть со стороны администрации президента и так дальше. То есть эти СМИ, их держат как вот куклы-марионетки, вот точно так же они находятся в таком ручном управлении государством, и формально они принадлежат Дариге. Значит, в их числе телеканал КТК, который вы много раз упомянули, Первый канал Евразия, телеканал НТК, здесь же находится телеканал Хит ТВ, который сын Дариги Назарбаевой Рахата Алиева купил, чтобы поприкалываться, но потом его отозвали на важную государственную работу, и он отдал маме управлять. Радио Европа Плюс, Русское радио, Радио Ретро, газета Караван и, по-моему, сейчас все. Что? Ялма ТВ, да. В этом же ряду еще недавно были телеканал Хабар, Елявна и так дальше, которые изначально созданы на государственные деньги, полностью на деньги налогоплательщиков, но потом каким-то образом они оказались в собственности у Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева и были выкуплены обратно за примерно 250 миллионов долларов. То есть, какая-то очень хитрая схема, но, как говорил Сергей, крайне сложно в Казахстане что-либо доказывать, если речь идет о людях с вот такой фамилией. Значит, второй по влиятельности, что ли, средств массовой информации, которые входят в его группу, это Тимур Кулебаев. Это кто? Да, это средний зять президента Назарбаева, его дочь Динара Кулебаева Назарбаева. Да, и это два человека из списка Forbes. Значит, за ними еще не так давно было гораздо большее количество средств массовой информации. Оно уменьшилось пару лет назад, они продали свои активы, медиа-активы партии Нур-Отан, но сейчас они снова начали выкупать разные газеты, каналы и так дальше, видимо, готовясь к чему-то. Ну, я не знаю, к чему именно они готовятся, но не могу я сказать это. Значит, сейчас за ними газета «Время», телеканал «Рахат», который СТВ сейчас называется. Это вот два актива, которые перешли Кулебаеву этой весной, то есть буквально 4-5 месяцев назад, да, полгода, может быть, назад. Это журнал «Центр Азии», бывший «Континент», газета «Московский комсомолец» и газета «Комсомольская правда» в Казахстане. Раньше ему также принадлежали телеканал Астана, радио НС, газета «Известия» и так дальше. Но они вошли в холдинг, который называется Нур-Медиа. Зря смеетесь, все очень просто, от названия партии Нур-Отан. Вы знаете, от чего партия Нур-Отан назвалась так. И в Нур-Медиа входят несколько средств массовой информации. Это телеканал Астана, радио НС,
РТВ, я вот так сокращаю, радио «Деловая волна» в Астане, газета «Известия», газета «Ветер», газета «Айкон», газета «Туркестан» и еще пару, которые не обязательно запоминать, потому что их все равно не читаю. Это вот первая тройка основных игроков на медиарынке, которые так или иначе либо признавали свое владение этими средствами массовой информации, либо это было так или иначе, ну, потому что там аффилированные лица с ними заходили в эти СМИ, владели ими и так дальше. Там было достаточно просто вычислить. Сейчас о нескольких предположениях, потому что никогда и нигде это фактически не было доказано. Значит, еще один крупный собственник, медиа-собственник, это Карим Масимов, нынешний премьер-министр. Да, все правильно говорите. Значит, 7 канал, ТНК ФМ, газета, которая называется, по-моему, если я ошибаюсь, я не буду писать название этой газеты, Вести КЗ портал Тенгри Ньюс КЗ, и как называется аналог фокуса на казахском? Алаш Айнасы. И газета Алаш Айнасы. Мне надо было задать этот вопрос, и я бы сразу вспомнил. Вот это СМИ, которые принадлежат Кариму Масимову. Другой собственник, тоже из списка Forbes, Александр Машкевич. Евразийская группа, Евразийский банк, алюминий Казахстана и много заводов, пароходов. Ему принадлежит газета «Экспресс-К», бывшая ленинская смена, когда-то очень популярная. Телеканал «Ирбис» в Павлодаре, который получил лицензию на вещание по всему Казахстану, но так никогда на республиканский уровень не вышел. И это совсем недоказанная информация. Говорили, что он выкупил часть акций телеканала НТК. Но судя по тому, как этот канал работает, это не совсем так. То есть вот это под знаком вопроса. А он Про или против? И вы знаете, как называют? Кошелек называют. Я ответил на ваш вопрос? Значит, еще один крупный собственник. Это Мухтар Аблязов. Ему принадлежит газета «Республика». Ира, прости. Газета «Взгляд», но мы же тут за демократию, такое. И спутниковый канал К+, и все, что с ним связано, то есть Стан ТВ и прочее. И он точно будет в списке Forbes. Он сейчас внештатный советник президента Назарбаева, был управляющим делами Назарбаева и так дальше. Он владел АТФ банком, сейчас он владеет банком Касса Нова, и у него есть проценты в нескольких средствах массовой информации. 31 канал, частично, потому что большей частью акции проданы российскому СТС, там очень сложная система управления, потому что иностранцы могут владеть только 20% акций СМИ Казахстана. И они придумали очень хитрую схему, ну типа они всех обманули. 20% якобы они владеют, но 60% выручки контролируют. То есть, ну, абсолютно понятно, что они владеют 60% этого канала, оставшиеся 40% там сильно разделены между разными людьми, в том числе среди них есть Булат Тимуратов. Телеканал «Там» частично тоже, там есть деньги у Тимуратова, частично есть его деньги в газете «Бизнес и власть», и связанных с нею других медиапроектов брата и сестры Хе, и газеты «Мегаполис».
тоже частично. Там он очень интересно владеет средствами массовой информации, то есть он никогда не брал все с ним. Он всегда с кем-то его делил. Это, мне кажется, как хороший бизнесмен, он таким образом делал бизнес более безопасным, потому что он понимал, что если будут отнимать, то он, по крайней мере, не он один потеряет, да? А если провинится это СМИ в чем-то, то ни одного его будут бить. Поэтому я думаю, что там была стратегия вот такая. И, наконец, последний товарищ — это Имангалитас Магомедов. Значит, совсем неожиданно сейчас будет Лав Радио. Ну вот так вот получилось. Газета «Капитал». Да, деньги лишними не бывают, я так думаю. И газета «Казахстан Монитор» на английском языке. Значит, вот относительно вот этих трех товарищей, ну, может быть, кто-то из них нам не товарищ, но это никогда и никем не было доказано. То есть сами вот эти господа не признавали, что они, и вот этого, конечно, тоже. Они никогда нигде не признавали, что мы владеем там этим средством массовой информации и так дальше. С Машкевичем очень все просто, да, то есть газета «Экспресс-Х» находится в здании Евразийской промышленной группы, ассоциации, как ее там называют, да, в Астане. То есть они сидят в их офисе, но крайне сложно себе представить, что они будут как-то скрывают, что эта газета не лоббирует их интересы. Точно так же этот канал Ирбис, он откровенно такой про-евразийский, в смысле вот про этой группы, вещая из Павлодара. Вот эти товарищи, они вроде и не скрывают, потому что им вот эти СМИ приписывают кому-то давно, кому-то не так давно, но в то же время они как бы открыто об этом не говорят. Потом вполне возможно, что вместе с ними этими СМИ владеют какие-то другие люди. Потому что Масимов, например, он всегда идет в одной связке с Кулебаевым, то есть они делят бизнес во многих направлениях. Вполне возможно, что здесь, вот в этих проектах, есть деньги и Кулебаева. И вот эти граждане, которые были на доске до того, как я их стер, они, безусловно, владеют СМИ для того, чтобы вот на это общественное мнение влиять. Самым разным образом, создавая себе хороший образ, создавая государству хороший образ, готовя почву к чему-то. Потому что если завтра вы идете в парламент, например, вы вдруг руководитель партии или поддерживаете какую-то партию, вот, например, там Машкевич спонсор партии Акжол. У вас никого из Акжола не будет? И правильно. Но если бы к вам кто-то пришел, это совершенно очевидно, что Машкевич спонсор Акжола, и, естественно, его СМИ будут работать на Акжол, на этих выборах. Так уже было, когда Машкевич был спонсором гражданской партии. Точно так же холдинг Нурмедиа обслуживает интересы партии Нуратан. Точно так же газета «Республика» и прочие СМИ, принадлежащие Аблязову, они очень много пишут и говорят о партии Алга. Потому что когда политик, либо бизнесмен близок к какой-то политической силе, он, естественно, ее и продвигает. Это такой естественный процесс. И СМИ нужны для того, чтобы свой собственный интерес продвигать. Примерно так же, на самом деле, на Западе. Если вы приедете в Соединенные Штаты, я представляю американскую организацию, поэтому я могу смело от имени американской организации критиковать прекрасную страну Америку. И вот в этой стране вы увидите много примеров средств массовой информации, которые поддерживают одну политическую партию, республиканцев или демократов. И они с пеной у рта будут отстаивать интересы только этой партии. Но весь фокус в том, что в Соединенных Штатах Америки помимо таких СМИ существуют другие, которые не поддерживают ни одну политическую партию, а поддерживают интересы избирателей. И прежде всего на этого избирателя работают, стараясь либо накопать компроматы на тех и на других, либо представить разные мнения, делать интересные репортажи. Проблема заключается в том, что в Казахстане таких СМИ почти нет. Их есть несколько. Это, например, газета «Панорама», у которой настолько хитрый состав собственников, что просто умереть можно. Это Рахат Алиев с 40%, 40% Нуржан Субханбердин,
это главный спонсор казахской оппозиции из Казкоммерцбанка, владелец Казкоммерцбанка. И оставшиеся 20% разделены между Лерой Цой, это главный редактор, и директором этой газеты. Сумасшедший состав собственников, потому что Субханбердин и Алиев не то, что одной газетой владеть не должны. Они не должны заходить в одно помещение, они просто сразу должны убить. Но там придумала сама, главный редактор этой газеты, придумала эту формулу, которая спасла газету и сделала ее вот такой балансирующей. Да, не там, не там, но, боже мой, но эта газета не дает никаких мнений, она просто дает факты. В ней практически не осталось, в ней осталось обозрение, да, но это обозрение, оно не может называться политическим обозрением, да. Это в основном экономика, немножко политики, много международных, там, это не то. Это одна газета не может заменить весь вот этот рынок свободных и независимых СМИ. Так не бывает. И пока их не будет, нельзя говорить о том, что будет возможность у людей получать разную информацию, у людей иметь доступ ко всем историям, ко всем мнениям, ко всем фактам и так дальше.